На часах начала 11-го на 42-й избирательный участок в здании КАИ вместе с супругой входит президент Рустам Минниханов. Здесь к этому времени уже более сотни проголосовавших. За 3 дня ожидают более 1000. Первый голосует супруга, после – сам президент. В сопровождении главы Лаишевского района на свой 1749-й участок сегодня приехал государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Уже много лет он традиционно голосует за городом в сельском поселении Боровое-Матюшино. Важно, чтобы партии и депутаты, которые станут уже депутатами после этих предстоящих 3 дней избрания их, чтобы перед населением то, что обещали, работали над тем, чтобы она выполнялась. Люди должны доверять своим депутатам и властным структурам, которые избирает народ. Председатель Госсовета сегодня проголосовал на дому, так как находится на самоизоляции. Об этом Фарид Мухаммедшин сообщил на своей странице в Инстаграм. Убежден, татарстанцы, как и жители всей страны, проявят гражданскую активность, придут на участки для голосования и выразят свое мнение относительно будущего нашей страны и республики, написал спикер парламента. Проходите в кабиночку. Глава Центра избиркома Татарстана голосовал ровно в полдень в 75-й гимназии Московского района Казани. И признался, это уже 25-й участок, который он проверил, и здесь же отдал свой голос. Андрей Кондратьев отмечает слаженность процесса и доброжелательность наблюдателей. Их в Татарстане свыше 14 тысяч. Абсолютно доброжелательная атмосфера царит. Из того, что я увидел, что действительно растет и количество тех, кто заявляется на надомное голосование. Это одна из форм голосования, утвержденных в этом году. И тоже понятно, что пандемия никуда не ушла. Люди берегут себя, многие заявляются для того, чтобы проголосовать на дому. С праздником вас! Вице-премьер Татарстана голосовал в 3-й гимназии Казани. На участок он пришел в праздничном настроении, шутил и вспоминал свои первые выборы, когда служил в погранвойсках. В этот день в нашей части это день свободы и демократии. Никто строем не ходит, вкусно, много кормят. И несмотря на то, что люди в погонах, у тебя было право выбора, и ты шел, голосовал. В центре Казани в здании технологического университета отдал голос заместитель председателя Госсовета Марат Ахметов. На выборы он пришел с супругой и даже постоял в очереди за бюллетенями. Избирателей на участке, несмотря на 10 утра, было немало. После голосования Марат Ахметов вспомнил годы, когда и сам был кандидатом в депутаты. Достаточно ответственно к этим мероприятиям я отношусь. Поэтому пришли вот как раз и первый день таких выборов. И очень приятно, что народу достаточно много активно приходят на выборы. Даже вот мне самому пришлось постоять на очереди. Это приятно. Приятно то, что избиратели, население, граждане республики не безразличны к своей судьбе на будущее. Муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин голосовать приехал вместе с супругой. Признался, раньше свой выбор они делали на участке рядом с домом. Сегодня сделали исключение и проголосовали ближе к работе. Понимаем, что это некий договор, в котором мы должны принимать участие. Мы тоже граждане и должны показать свою активную позицию. Около часа дня в здании КАИ проголосовал епископ Елабужский Иннокентий. Любой член любой религиозного объединения, Русская православная церковь и мусульмане, мы являемся все, прежде всего, жителями нашей страны, гражданами, которые обязаны выполнить свой долг, выбрать и ту партию, которая я считаю необходимую для участия в Государственной Думе, и тех кандидатов от нашей республики, которые, я считаю, как гражданин, будут выполнять достойно свои обязанности. Ух ты! Соблюдаем все меры предосторожности. Народная артистка России Венера Ганеева свой голос отдала на участке в здании 110-го лицея Казани. И, как она призналась, в ее семье выборы никогда не пропускали. Более того, по этому поводу дома всегда был праздник. Помню еще, когда родители живы были, они ходили на выборы, и потом у нас дома всегда был праздник. Это такая замечательная возможность нам участвовать в жизни республики. Все хотим жить хорошо, быть в здравии, иметь хорошую работу. Нас также беспокоит наше будущее именно пенсионеров. Добрый день.
По принципу не откладывать важные дела на потом, в первый день голосования свой выбор сделала и председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева. Ее участок расположен на территории 18-й Казанской школы. Независимо от того, первый раз он голосует или 101 раз, требуется взрослая ответственность, взрослая вдумчивость. И, конечно, я прежде всего голосую за тех, кто проголосовал за тех, в кого я верю и кто будет способен отстаивать интересы республики на федеральном уровне, сможет работать над законами. Как мы видим, большинство первых лиц Татарстана свой выбор сделали именно сегодня, причем в первой половине дня. Но на этом выборы не заканчиваются. Напоминаем, свой голос вы можете отдать еще завтра, в субботу и воскресенье. Юлия Гоголева, Рамзель Гарипов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.